На этой неделе ученики столичных школ проверили свои знания кыргызского языка по проекту «Кыргыз-тест». Но это пока пробное тестирование. А вот со следующего года выпускники будут сдавать его в обязательном порядке. Джибек Капарбекова наблюдала за школьниками. 2 часа 45 минут и 70 вопросов. Именно столько отведено тесту на знание кыргызского языка. Однако среди учеников есть и те, кто справляется с заданием за половину времени. В основном легкие вопросы. Это просто текст, где говорится, нужно ставить свои слова. И все. На самом деле легко, я думал, тяжело будет. Мы все должны знать государственный язык обязательно. Потому что бессмертие народа – это в его языке. Так сказал Чингиз Айтматов. Если же для носителя кыргызского языка тест показался относительно легким, то другие испытывали некоторые трудности. Признаются, что перед тестированием сильно волновались, но бояться получить плохую отметку не стоит. Сейчас тест лишь пробный, однако со следующего года планируется сделать его обязательным по всей стране. На самом деле это была очень хорошая идея, то, что создали этот тест. И он даже плохо то, что его не было где-то 10 лет назад. Если бы с 1 класса мы проходили его, то нас бы постоянно, получается, гоняли, и мы запоминали больше. Эти тесты отличаются, к примеру, от ОРТ. Здесь оценивается знание не только лексики и грамматики, но в тестирование включены аудиоматериалы и письмо. Именно этот уровень для многих оказывается непосильным. Ребятка сегодня вообще призадумались над тем, оказывается, ведь надо изучать кыргызский язык, оказывается, нам никуда не деться. Это значит, все будет востребовано на по окончании школы, и они теперь знают, какие у них пробелы. В Минобразе говорят, что уже сейчас важно будущим выпускникам узнать, что это за тест, и заранее к нему подготовиться. С сентября начнем эти тесты для детей, которые учатся по всей стране, 11-классников, для того, чтобы они в течение года могли посмотреть, что это за тест, как его сдавать, какие знания необходимы, чтобы к концу года у них не было стресса или каких-то сюрпризов. Потому как, признаться, результаты первых тестов неутешительные. Уровень владения кыргызским языком половины будущих выпускников не соответствует требованиям. Этому подтверждение отметки в журнале по кыргызскому языку. Успеваемость учеников не самая хорошая. Не редкость тройки и двойки. Акыйне кырын ырдашу, абалтан кыргыз салт экен. Акыйне кырын уланту, атабыз кыргыз нарк экен. Тема дня – выдающиеся писатели кыргызской литературы. Преподаватель со стажем Динара Эдильбаева признается, что несмотря на то, что кыргызский язык введен с самого 1 класса, по окончанию школы не каждый может похвастать свободным владением языка. Так завелось, что все дети, которые вырастают в городе, говорят преимущественно только на русском языке, на улице, с друзьями, в школе, да везде. Хотя имеется очень много литературы, новых интересных учебников. Признаться, для молодежи в столице говорить на кыргызском не модно, а вот в регионах дела с кыргызским обстоят намного лучше. Это не отрицают и сами школьники. Их основной язык общения – русский. Почти все мои друзья говорят только на русском. Конечно, надо учить и другие языки, но в первую очередь надо знать кыргызский язык, а разговаривать на родном языке не можешь. Очень стыдно. Впрочем, в запасе есть еще 1 год, чтобы учесть все пробелы и успеть их достойно устранить. Между тем, активное обсуждение инициативы идет в интернете. Все нормально с методикой, все понятно, доступно, с картинками, ничем не хуже других книжек для изучения языка. Поищите проблему в себе. Вот я не пойму тех, кто не знает кыргызский и не желает учить. Вы выросли на этой земле, и это просто неуважение к родине. И на самом деле самая эффективная методика – это желание, да и только. На пространстве всемирной сети сейчас появилось множество сайтов, на которых можно онлайн изучать кыргызский язык. В этом году даже Google Translate заговорил по-кыргызски, и это тоже своего рода достижение и возможность. Но, пожалуй, лучший пример – это представители других наций. К примеру, как этот филолог Энтони де Авира из Лос-Анджелеса, который от души исполняет кыргызскую народную песню «Саруой». Правда, в жанре рока, но национальный колорит от этого ничуть не пострадал. Мне надо было послушать, какие у вас музыка. И я нашел в интернете, я не помню, как зовут эту девушку.
но она играет на кукяке. И как только я слышал эту песню, я решил, мне нужно туда поехать. И это просто самое замечательное место в мире. Они смогли за самые короткие сроки не только изучить кыргызский язык, а главное – его полюбить. Хотя до приезда в Кыргызстан и вовсе не знали, что такой язык существует. Джибека Барбекова, Азамат Кудуртоктоев, Общественный, Первый канал, Итоги недели.